Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, подписчики моего канала «Шаг Мы земляне», ну и подписчики других каналов, где это а, видео будет размещено. Сегодня 22 февраля 2025 года, и я начинаю очередное, значит, обсуждение международного общественного проекта «Мы земляне». Проект был инициирован Александром Прокопьевичем Габышевым, и немного о наших целях. Наша цель – объединить пытливые сердца и умы, чтобы создать волну перемен в сторону желаемого мира. Мы верим, что дружба, знания и гармония с природой – это ключи к лучшему будущему. Независимо от нашего положения, культуры и вероисповедания, мы все существуем на одной планете. Наша субъектность проявляется в том, что каждый из нас вносит свой вклад в общее благо. Мы равны перед природой, и наша ответственность заботиться о ней. Давайте вместе сохранять нашу планету и строить будущее, где каждый человек имеет право на счастье и уважение. Земля – наш общий дом. Ну, пару слов скажу о том, где можно знакомиться с созданием общественного международного проекта «Мы земляне». Это канал Виктора Егоров на Дзене. Виктор Егоров Дед Мороз. Сайт шаманов.ру. Группа ВК. Ну, YouTube канал, конечно же. Шаг Мы земляне. Вы также можете присоединиться к нашим обсуждениям через телеграм-группу «Шаг Мы земляне». Все ссылки, друзья, находятся в описании. Ну, а коль я уже сказал, что это международный общественный проект «Мы земляне» был инициирован Александром Габышевым, поэтому я решил сегодня немного рассказать о том, что какие новости у нас имеются об Александре Габышеве. Ну и самая основная новость, конечно же, в том, что 14 февраля 2025 года на телеграм-канале Пряник Хаус от Алексея Пряничникова был опубликован пост, который я и зачитаю. Приморский краевой суд рассмотрит апелляционное представление уссурийского городского прокурора на постановление о переводе якутского шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа 28 февраля в 11 часов 00 минут по местному времени. Ну и новости о результате заседания, конечно же, будут в этом канале. Алексей Пряничников также расположил в этой новости реквизиты для помощи защите с транспортными и командировочными расходами. Помочь можно с помощью Сбербанка, реквизиты Сбербанка, реквизиты Тинькофф банка или Т-банка, бывший Тинькофф. Если кто за пределами России,
Также может воспользоваться PayPal. И имеется также криптовалютный кошелек USDT. Ну, это вот все, ну, как говорится, новости. Особых новостей нет. И если кому интересно про новости, а, заходите на канал Виктор Егоров Дед Мороз, YouTube канал. Ну и заходите также а, в телеграм-канал, также Дед Мороз, Виктор Егоров Дед Мороз. Там все более подробно. Ну, давайте продолжим, да. А, Значит, с чего я хотел начать? А, Конечно же, а, вот время. Время уже, назовем так, 14 часов 8 минут по московскому времени. А, Конечно же, хотел бы предупредить всех, кто вдруг пожелает участвовать в обсуждении, заходить заранее. То бишь, заходите в телеграм-канал, там можем, как говорится, немного познакомиться с вами. Ну и старайтесь, как только появляется ссылка в телеграм-канале, ну, заходите. Потому как особенно это касается для новичков, которые первый раз пришли где-то, возможно, им надо настроить что-то, где-то помочь, да. Ну и, как говорится, предварительно еще раз познакомиться. Но в данном случае, пока группа, назовем так, небольшая, а, не все пока еще желают обсуждать эту тему. Ну, ничего, я думаю, что с помощью вас, дорогие подписчики, вы распространите это видео среди своих друзей и близких, где-то в каких-либо группах, в социальных сетях, мессенджерах. Ну и у нас появится больше сторонников а, международного общественного проекта «Мы земляне». Ну, это вот я все, что хотел сказать. Ну, а сейчас я а, продолжу тему. Тема сегодняшнего обсуждения — водяной автомобиль Стэнли Майера. Ну, а начать я хочу немного с предисловия. Вряд ли, вряд ли кто-то откажется получить что-нибудь полезное даром, да побольше. Поэтому неудивительно, что такая универсальная и быстро растущая в цене вещь, как энергия, занимает одно из первых мест в списке вожделенных целей халявщиков, уступая, пожалуй, лишь всеобщему эквиваленту труда, деньгами во всех возможных формах. В борьбе за доступ к источникам энергии государства беззастенчиво начинают войны, не слишком утруждаясь поиском обоснований для агрессии и не стесняясь в методах достижения цели. Однако частая, однако частная
Инициатива отдельных граждан в этом направлении иногда переходит все разумные границы. Желая иметь бесплатную и неограниченную энергию, они пытаются сверлить дырки в магистральных газопроводах под рабочим давлением. Другие накидывают проволоку на провода ЛЭП или на худой конец пытаются обмануть электросчетчик. Но это как минимум аморально и технически опасно, а зачастую просто откровенная уголовщина и криминал. К счастью, таких отморозков не так уж много. Граждане более воспитанные, более культурные и, конечно, более любопытные стараются добыть бесплатную энергию, не нарушая приличий. Ну, например, выжать максимум из солнца, ветра и приливов. Или в очередной раз пытаются изобрести то, что во времена алхимиков по латыни называлось перпетум мобиле и в переводе на русский означает постоянное движение. Или на современный лад просто вечный двигатель. Классический вечный двигатель подразумевает получение избыточной полезной энергии или работы, что в данном случае одно и то же, из ниоткуда. Однако законы сохранения, а, конечно же, сомневаться в справедливости которых лично у меня на данный момент нет оснований, гласят, из ничего не будет ничего. Поэтому мало кто из современных изобретателей вечных двигателей собирается получить энергию просто так. Как правило, сейчас говорят о генераторах свободной энергии, подразумевая под словом «свободная» энергию из некоего бесплатного, практически неограниченного и вездесущего источника. Общепризнанными источниками энергии такого рода являются Солнце и ветер. Но эти источники зависят от погоды, а устройства для получения от них более-менее приличной мощности хотя бы 10 киловатт должны быть весьма немаленьких размеров. Поэтому при упоминании генераторов свободной энергии обычно имеют в виду попытки получить энергию в форме, удобной для использования в современной технике. Чаще всего механическую или электрическую. Из других форм и видов энергии, не зависящих от места расположения генератора, погоды и времени суток. Как правило, природа таких предполагаемых источников свободной энергии современной общепризнанной науке либо до конца неизвестна, например, самая обыкновенная гравитация, либо их существование эта наука вообще игнорирует, а то и, безусловно, отрицает. Продольная компонента электромагнитного излучения, микролептоны, аксионные, торсионные, биологические и прочие поля, мировой эфир или физический вакуум и так далее. Подтверждение реальности существования таких возможностей обычно приводится сведения о различных явлениях, которые официальная наука также не признает. Извиняюсь.
Часто это вызвано невозможностью устойчивого воспроизведения таких эффектов. Прежде всего в силу неизученности причин, их вызывающих. А иногда происходит просто потому, что они не укладываются в общепризнанные догмы, но на данном этапе не оказывают сколь-либо существенного влияния на массовую практическую деятельность. Поэтому ради стройности официальной и достаточно успешно используемой теории проще делать вид, что их не существует. А то, что наблюдалось, считайте либо ошибками экспериментаторов, либо сознательной мистификацией. Естественно, в этом довольно мутной области подвязается множество аферистов, шарлатанов и откровенных мошенников. Тем важнее отделить от плевел заблуждений зерна истины, которые, на мой взгляд, здесь безусловно есть. Думаю, что интересно и полезно это будет не только для меня. В настоящее время рассматриваются преимущественно механические, гидравлические конструкции, электрические и магнитные устройства. Электрические и магнитные устройства ну, почти не представлены. Но я хочу рекомендовать сайт Л. Мечникова, автор которого э, и несколько его коллег плотно занимались как раз этими классами устройств. При этом они не просто рассуждали о той или иной конструкции, но прежде всего воспроизводили ее экспериментально и испытывали реальные устройства. Именно в этом заключается главная ценность их работы. Ценность эта многократно усиливается компонентным и вполне объективным анализом причин удач и неудач экспериментов и истинно научным подходом к проблеме. Пишем, что наблюдаем, а чего наблюдаем, о том и пишем. Не путать с пресловутой борьбой с лженаукой. Однако практически полезных конструкций им обнаружить не удалось. В настоящее время они отошли от этой тематики. Со своей стороны я должен сказать, что никоим образом не участвовал в их работе, к сожалению, и не имею связи с ними. Это предисловие я взял с ресурса под названием Perpetuum mobile. Ссылка будет в описании. Но следующую информацию, уже более непосредственно, я взял с канала Бусти Андрея Маклакова, который был у нас в прошлом обсуждении. В. Власов о секретах работы мотора Стэнли Майера. Имя и работы замечательного народного физика Виталия Власова, я думаю, известно уже многим сторонникам свободной энергии. Недавно я получил материал от него по секретам работы этой загадочной технологии. Надеюсь, она поднимет завесу тайны
а может кого-то и вдохновит на свою разработку. Основная его идея, что в установке Майера используется двойная обработка воды, которая создает так называемый вектор умова поинтинга. Цитата. В инжекторе Стэнли Майнера пары воды и молекулы воздуха подвергаются воздействию вектора Пойнтинга дважды. Вначале на них действует луч лазера, а это электромагнитная волна. А во второй секции на полученную в первой секции смесь молекул и атомов действует снова электромагнитный импульс, но уже другой природы. Но в обеих секциях векторы E и N изменяются синхронно, как это имеет место в любой электромагнитной волне. Подробнее в прилагаемом файле материал небольшой, но весьма любопытный. Ну и, для меня было любопытно познакомиться с, так сказать, работой Власа ВВН. Правда, хотел, друзья, найти а, фотографию Власа ВВН, но не мог я ее найти. Нигде он не показывает своего лица. Но, тем не менее, файл я открыл, ну, и попытаюсь вместе с вами его почитать. А, Я буду вам показывать слайды, ну и на фоне слайдов мы будем этот документ э, зачитывать. Значит, так и называется. Водяной, Влас ВВН, да, имеется e-mail ветеран собака яндекс.ру. Витанар. Вот так вот. Витанар. Собака яндекс.ру. Ну и файл называется «Водяной автомобиль Стэнли Майера». Красивый и по всем признакам умный человек Стэнли Майер потряс мир, попав в заголовки газет своим заявлением о том, что он изобрел автомобиль, который может работать исключительно на воде. Он назвал это технологией дородных топливных ячеек и сказал, что его изобретение может кардинально изменить способы производства энергии. История Майера быстро привлекла внимание и вызвала любопытство у ученых и инженеров по всему миру. Но действительно ли его изобретение работало? Было ли это вообще возможно? И было ли в его утверждениях хоть что-то научное? Самое зловещее, были ли заявления Майера связаны с его загадочной смертью? Были ли научные сообщества права в своем скептическом отношении к его автомобилю на водяной тяге? Или он разгадал загадку альтернативной энергии и его заставили замолчать из-за этого открытия? Любой, кто интересуется автомобильными технологиями, скажет вам, что конструкция двигателей со времен Генри Форда практически не менялась, если не сказать, что стояла на месте.
Мы сделали двигатели внутреннего сгорания более мощными, а иногда и более эффективными, но на этом все. Стэнли Майер утверждал, что может изменить ситуацию в автомобилестроении и энергетике с помощью своего автомобиля на водородных топливных элементах. Он предложил свою технологию тогда, когда страны ОПЕК объявили Западу бойкот, и в США резко упало производство бензина с одновременным ростом цен на него. Технология Майера была основана на водяном топливном элементе. Он был сконструирован таким образом, чтобы при подаче высокого импульсного напряжения осуществлялось расщепление молекул воды на водород и кислород. Подчеркивая, в ячейке Майера происходил не электролиз воды, а расщепление молекул воды на газ Брауна. Именно этот факт не был понят как инвесторами, так и разного рода научными экспертами, которые утверждали, что Стэнли Майер выдавал свое великое изобретение, давно известный электролиз. Таким образом, на расщепление молекулы воды на газ Брауна по технологии Майера требовалось гораздо меньше энергии, чем на создание газа Брауна методом электролиза. Колбасу можно порезать на кружки остро заточенным ножом, затратив при этом немного энергии. Но можно разорвать колбасу на множество кусочков, затратив при этом гораздо больше энергии. Технология Стэнли Майера по расщеплению, то есть разрезанию поперек валентных связей молекул воды, энергетически менее затратна, чем электролиз, то есть разрыв молекул воды вдоль валентных связей. Это можно сравнить с разрывом лески. Ее можно порвать, растягивая вдоль самой лески. Это трудно, но можно взять острую бритву и резануть поперек натянутой лески. Это уже будет гораздо легче. После расщепления молекул воды они поступали в цилиндр ДВС, водород и кислород сжигались, то есть происходило окисление водорода, вновь превращаясь в молекулы воды, образуя чистые выбросы, которые не наносили вреда окружающей среде. Похоже, что выбросов совсем не было, ибо пары воды, выйдя из цилиндров, конденсировались и отправлялись в топливный бак, откуда вновь вода поступала в ячейку Майера, повторяя свой кругооборот цикл за циклом. То есть технология Стэнли Майера позволяла использовать в качестве топлива вместо бензина чистую воду, но и использовать одну и ту же порцию воды много раз. По сути, Майер с точки зрения обывателя изобрел вечный двигатель. С точки зрения нормального ученого он изобрел даровый двигатель, в котором он продолжал сжигать одни и те же молекулы водорода для получения энергии. Единственная проблема заключалась в том, что наука, лежащая в основе его изобретения, была еще не разработана. Официальная наука, назвав процесс ячейки Майера электролизом, утверждала, что
получить энергии при сжигании полученного водорода больше, чем было затрачено на электролиз, невозможно. Другой серьезной проблемой было то, что его конструкция нарушала несколько установленных законов термодинамики, что никогда не приветствовалось научным сообществом. В частности, она нарушала первый закон, согласно которому энергия не может быть ни создана, ни уничтожена. И второй закон, согласно которому ни один процесс не является на 100% эффективным. Часть энергии всегда теряется в виде тепла. Относительно первого закона термодинамики можно говорить об энергии видимой и энергии невидимой. В отношении видимой энергии мы можем строить свой местный, то есть локальный закон сохранения энергии. А вот в отношении невидимой энергии мы ничего сказать не можем. Пока каким-либо способом не сумеем внести в эту энергию неоднородность, не создадим некий градиент энергии, который явится нам новой силой, способной совершить для нас полезную энергию. Например, долгое время ученые не знали, что делать с внутриатомной энергией, пока не поняли, что выход этой энергии можно увеличить, увеличив плотность вылетающих из радиоактивных веществ нейронов. И даже научились вычислять критическую массу, при превышении которой масса может самопроизвольно взорваться с выделением огромного объема энергии. Второй закон термодинамики не является законом. Это предположение некоторых физиков, которые оказались не абсолютным, которые не оказалось не абсолютным. Например, если холодное не хочет идти к горячему самостоятельно, то можно, применив разум, заставить силой холодное тело соединиться с горячим телом. Так работает любой холодильник или кондиционер. Да, и во многих технологиях часто используют внешнюю силу для перемещения холодного вещества в горячую среду. В атомной энергетике холодный поток воды с помощью насоса направляют в специальный теплообменник, чтобы на выходе получить пар высокого давления. То, что большая часть тепла в любой электростанции теряется, является не законом, а результатом нашего непонимания физических процессов. Со временем потери тепла в электростанциях с 60% обязательно снизится до 10% и менее. Даже сейчас это можно сделать, подвергнув выходящий из турбины пар воздействию центрифуги. Пар конденсируется, и теплая, то есть горячая вода будет направлена опять в парогенератор АЭС или ТЭС. В таком процессе КПД тепловой, то есть паровой электростанции увеличится до 80%, а возможно и выше. К сожалению, полностью избавиться от тепловых потерь невозможно, так как разность температур порождает градиент температуры и градиент давления эфира. Под воздействием этого градиента часть потока горячего эфира обязательно будет
выброшена во внешнюю среду. Проще говоря, любой, кто хоть раз заглядывал в учебник по физике, знает, что все машины непрерывного движения невозможны. Такова позиция официальной науки. Были предприняты тысячи и тысячи попыток, но ни одна не увенчалась успехом. Машина Майера, Скобы, была лишь более сложной версией той же невозможной машины. Но все это не помешало Майеру отправиться в тур по США с демонстрацией своего невозможного автомобиля. Противникам Майера потребовалось некоторое время, чтобы внушить его инвесторам, что их обманывают. Но когда они это сделали, то не обрадовались. Мне удалось посмотреть два фильма, в которых Стэнли Майер подробно объясняет, как в его автомобиле вода используется в качестве топлива. Он подробно показывал, как работают его инжекторы, которые вставлялись вместо обычных свечей. Правда, он не раскрывал всех своих секретов, но он и не обязан был это делать. С другой стороны, замалчивание принципов работы своего автомобиля сыграло с Майером зловещую роль. Жажда славы и бабла до добра не доводит. Не исключаю, что Стэнли Майер интересовался не только автомобилями и двигателями. В то время, когда Майер предложил свою технологию, Владимир Леонов и Георгий Иванов получали свои патенты на эфирные движители, позволяющие перемещаться в пространстве без реактивного двигателя. Как у Леонова, так и у Иванова тяга возникла там, где перекрещивались электростатическое и магнитное поля. Сила получалась как векторное произведение напряженности электростатического и магнитного полей. В 1996 году инвесторы Майера подали на него в суд за мошенничество. Когда их настроили разные эксперты, что заявления Стэнли якобы были положены и были ложными, и что на самом деле он использовал чужую технологию топливных элементов и выдавал ее за свою. Кроме того, на суде присутствовало несколько экспертов, которые голословно утверждали, что не было никаких доказательств того, что его машина действительно работала. В суде его топливный элемент был исследован тремя свидетелями-экспертами, которые подтвердили, что его заявления о вечном двигателе были ложными и что он использовал уже существующую технологию, добавляя фантастические заявления и выдавая ее за свою. Майер проиграл дело и был признан виновным в грубом и вопиющем мошенничестве. Его присудили к крупному штрафу. Он был не первым и не последним, кого наказали за желание спасти человечество от энергетического кризиса. Стэнли Майер умер 20 марта 1998 года. Он ужинал в ресторане
с двумя бельгийскими инвесторами. Когда, по словам его брата, Майер выбежал на улицу, заявил, что, цитата, «они отравили меня», а затем упал замертво. Расследование проводилось полицией Гроув-Сити при содействии коронера округа Франклин. Согласно отчету коронера, Майер умер от аневризмы головного мозга по естественным причинам. У Майера действительно было высокое кровяное давление. Вполне возможно, что Майер умер от серьезного заболевания. В то время еще не было медицинских технологий, чтобы в первые часы спасти человека с аневризмом мозга. Но когда умирает человек, который должен был через несколько дней выступать в Конгрессе США, где должна была решиться судьба его изобретения, смерть его выглядит минимум странно. На первый взгляд, в смерти Майера не было ничего удивительного. 57-летний бизнесмен с повышенным давлением, умерший от аневризмы мозга после того, как двое его инвесторов подали на него в суд за мошенничество, не кажется особенно подозрительным. Многие сторонники Майера были с этим не согласны. Несмотря на научные доказательства того, что изобретение Майера было невозможно и что Майер, по сути, был признан судом мошенником, многие люди верили и знали, что, а, что Стэнли Майер изобрел очень интересную и важную для цивилизации технологию. Даже после судебного разбирательства они отказывались верить, что он был мошенником. Они искренне верили, что Майер создал нечто, что поставит нефтяную промышленность на колени и произведет революцию в мире. Им было ясно, что изобретение Майера стоило ему жизни. Утверждалось, что Майер был убит, чтобы скрыть его изобретение и не допустить обнародования технологии топливных элементов. Таким образом, круг подозреваемых простирается от советов директоров крупных автопроизводителей до нефтяных компаний и даже правительства. Некоторые люди подозревали, что это были сами два бельгийских инвестора Майера. Последователи Стэнли Майера по сей день верят, что его убили из-за его технологий. Но меня, как исследователя альтернативных технологий, интересует и такой вопрос. Почему после истечения всех сроков действия патентов Майера не нашлось ни одного изобретателя, который бы попытался повторить достижения Стэнли Майера? Хотя в интернете происходит вялое обсуждение по его патентам, но до сих пор по дорогам США и других стран не бегают машины, у которых вместо бензина в бак заливается чистая вода. Видимо, пока есть на Земле нефть и газ, никто из сильного мира всего не рискнет развалить экономику, построенную
на углеводородах, угле и уране. Ну что ж, понятно, да, друзья, что не все так, не все так просто в этом мире с изобретениями такого вот рода, где а, вместо нефти, газа, угля, урана мы прилагаем, использовать альтернативную энергию, да, энергию той же самой, в данном случае, воды, или же, как говорится, а, эфира, так называемого, да. Ну, конечно же, я хотел бы дальше познакомить вас немного о технологии, вот, в данном случае, технологии Майера. Суть изобретения Стэнли Майера состояла в том, что с помощью своей ячейки он осуществлял получение газа Брауна, то есть смесь водорода и кислорода, затрачивая при этом очень мало энергии. А когда смесь водорода и кислорода в цилиндре двигателя внутреннего сгорания вступала в химическое взаимодействие, то происходило выделение большого объема энергии. Это позволяло мотору совершать работу, то есть выделять энергию больше той, что тратилось на расщепление воды в ячейке Майера. Сама ячейка в первом варианте была простой. Это было 6 коаксиальных металлических конденсаторов, укрепленных на специальные площадки, которая в свою очередь помещалась в цилиндрическую емкость с водой. На внутренней, на внутренние трубки подавался минус, а на внешние плюс. Напряжение, которое подавалось на трубки, было переменным, точнее импульсным. Причем каждый импульс состоял из 3-4 возрастающих по вольтажу импульсов. По заявлению Майера, именно подача таких импульсов в его ячейке обеспечивала разложение воды на водород и кислород. Ну, как говорится, для тех, кто понимает схемы, в данном случае электрическая схема, думаю, что всем довольно-таки все понятно. Не исключаю, что в схеме Майера создавалось и магнитное поле над или ячейками. Для этого в схеме было достаточно индуктивности, то есть катушек, используемых якобы для создания резонанса. Схематично это показано на рисунке. Для первых опытов для получения высоковольтных импульсов Стэнли использовал катушки зажигания, которые во вторичной обмотке выдают 50 тысяч вольт. Импульсы тока перед подачей на ячейки подвергались обработке компонентами схемы. В результате в каждой пачке импульсов первый импульс был низкого напряжения, а последний высокого. Я вначале поверил, что за счет подачи пачек импульсов высокого напряжения между внутренней и внешней трубками конденсаторов создается градиент напряжения, чему могло бы содействовать и форма конденсаторов. Этот градиент мог способствовать разрыву
валентных связей между водородом и кислородом в молекулах воды. Сам Майер тоже верил, что так и должно происходить на самом деле. Тем более он мог с помощью своей ячейки получать очень много газа Брауна, что позволило ему легко получить патент на свое изобретение. У меня были также предположения, что металлические трубки в его ячейке были аксиально намагничены. Ибо я считаю, что в ячейке Майера на воду обязательно должны воздействовать два поля – электрическое и магнитное. Только в этом случае на молекулы воды может воздействовать сила, разрывающая молекулу воды на отдельные атомы водорода и кислорода. При воздействии на молекулу воды только электрического поля молекулы могут растягиваться вдоль вектора напряженности электрического поля, сохраняя свою целостность. Резину вдоль можно легко растягивать, но резать резину надо поперек. Так легче. На рисунке 3, вот в данном случае, да, на ваших экранах, а, сколько газа Брауна может вырабатывать полная ячейка Майера. Газа вырабатывается очень много. Такое количество газа мотор двигателя внутреннего сгорания может и не переварить. Поэтому в последующем, по мере совершенствования изобретения, у Майера что-то пошло не так. Мое предположение состоит в том, что первоначальная ячейка Майера вырабатывала газа Брауна слишком много. Для работы его баги этого объема газа было выше крыши, а с другой стороны вода быстро расходовалась. Поэтому Майер придумал более эффективную технологию. Для этого он разработал специальные инжекторы, в которых происходило разложение молекул воды на водород и кислород. А уже после этого смесь газа Брауна, атмосферного азота и кислорода поступали в цилиндр двигателя внутреннего сгорания, где происходило соединение водорода с кислородом с выделением энергии. На данном рисунке показана схема инжектора. В левой секции смесь воздуха и паров воды подвергалась воздействию лазера. Во второй, правой секции, где была установлена ячейка Майера, происходило воздействие высоким напряжением и магнитным полем. Внутренний электрод находится под отрицательным потенциалом, а внешний под положительным. Одновременно смесь газов подвергалась воздействию мощного магнитного поля, которое создавалось катушкой, на которую подавалось пульсирующее напряжение. Думаю, что читатель легко найдет на схеме, где электроды, а где катушка. Во второй камере плазма подвергалась в радиальном направлении воздействию электрического поля, а вдоль оси инжектора – магнитного поля. Это приводило к формированию большей силы, которая уже могла рвать молекулы воды и воздуха на составные элементы, проворачивая их по окружности вокруг отрицательного электрода ячейки Майера. После обработки смеси газов и пара итоговая смесь
поступала в цилиндр двигателя внутреннего сгорания, где происходил взрыв. Образование молекул воды и газа из газа Брауна. Еще раз. После обработки смеси газов и пара итоговая смесь поступала в цилиндр двигателя внутреннего сгорания, где происходил взрыв, образование молекул воды из газа Брауна. Из цилиндра продукты реакции возвращались в бак с водой, где молекулы воды конденсировались, и вода была вновь готова к новому циклу. В физике есть такое понятие, как вектор Умова-Пуэнтинга. Вычисляется он в системе Си по простой формуле. P равно квадратные скобки E умноженное на n. E, короче. Вот такая математическая форма записи означает векторное произведение напряженностей электрического и магнитного поля. Физически этот вектор равен плотности энергии, по направлению которой определяется правилом левой руки. Между вектором Умова-Пуэнтинга и градиентом давления эфира имеется тесная связь. Так как градиент давления эфира определяет удельную силу, действующую в том же направлении. Я специально показал, что вектор P, в данном случае он выглядит красным цветом, да, равен произведению векторов E и N, то есть синим и зеленым. Даже перестарался и значительно уменьшил вектор P. И при высоких значениях векторов E и N вектор P может достигать огромных величин, перед которым устоит не каждое вещество. В инжекторе Стэнли Майера пары воды и молекулы воздуха подвергаются воздействию вектора Пуэнтинга дважды. Вначале на них действует луч лазера, а это электромагнитная волна. А во второй секции, на полученную в первой секции смесь молекул и атомов, действует снова электромагнитный импульс, но уже другой природы. Но в обеих секциях векторы E и N изменяются синхронно, так синхронно, как это имеет место в любой электромагнитной волне. В одном фильме Стэнли Майер подробно объясняет, как в его баги пары воды и воздушной смеси поступают в цилиндр, и что инжекторы вставляются вместо свечей. Уже эта информация должна была насторожить заинтересованных лиц. Внешний вид инжекторов, примерно такой, который вы видите сейчас на ваших экранах. Уверен, что за успехами Стэнли Майера внимательно следили его потенциальные конкуренты. И хоть это считается теорией заговора, уверен, что даже если Майер не умер бы естественной смертью, ему бы спокойно жить не дали. Могли, могли бы посадить за мошенничество, могли бы организовать нападение, устроить конфискацию экспериментальных образцов, как поступили с Эдвином Греем. До Стэнли Майера попытался использовать воду вместо бензина Марсоль Жан, Франция. В 1950 году
он разработал молекулярный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, работающий на воде. В рабочую область 1 на раскаленное электрическое сопротивление 2, покрытое катализатором из сурьмы и цинка, впрыскивается вода и разлагается на водород и кислород. Хочу поблагодарить Николая Колтового за то, что он позволил мне воспользоваться рисунком из его книги, который находится сейчас у вас на экранах. Судьба этого изобретателя была страшной. Свой патент он продал за хорошие деньги одной большой фирме. Буквально на следующий день он и все члены его семьи были убиты. В последующем, в течение короткого срока, были убиты все, кто работал вместе с Марсолем над водным двигателем. Поговаривали, что в воду этот изобретатель добавлял какое-то простое химическое соединение. Но даже если он просто впрыскивал воду на раскаленную деталь, то по закону Лавуазье, открывшего факт распада воды на водород и кислород, происходило образование газа Брауна. Французские, извиняюсь, академики признали за Лавуазье открытие кислорода, но вот водород Лавуазье бывает. По сути, Марсоль опирался на открытие Антуана Лавуазье. Сегодня мотор Марсоля можно реконструировать, но, видимо, страх перед возможной местью со стороны тех, кто не заинтересован в таких двигателях, не позволяет этого сделать. В моторе Марсоля вода подвергается разложению на водород и кислород, также под воздействием градиента давления эфира. Только причина этого градиента не электродинамическая, а термическая. Именно температурный градиент на границе раскаленного металла разрывает легко молекулы воды на водород и кислород. Далее все как в моторе Стэнли Майера. Автомобиль с мотором Марсоля после одной заправки мог бы проезжать тысячи километров. Но такой двигатель можно использовать не только в автомобилях. Подобные двигатели большей мощности можно использовать в электростанциях. И также электростанции могли бы заменить все существующие типы электростанций. АЭС, ГЭС, ТЭС и так далее. На одной заправке такие двигатели могли бы работать годами. Конечно, часть воды испарялась бы, но добавить воды в бак не составило бы труда. Такие двигатели, как и двигатели Стэнли Майера, можно использовать для электрификации отдаленных городков и населенных пунктов нашей необъятной России. Это даже лучше, чем устанавливать в таких пунктах малые ядерные реакторы. Это, во-первых, безопасно. Во-вторых, достаточно иметь бочку любой воды. В-третьих, демонтаж таких электростанций будет простым и дешевым. В-четвертых, не надо думать о ядерных отходах. Что касается мощности, то ее можно постепенно наращивать по мере необходимости. А малые АЭС можно тоже использовать, но уже для других целей. Например, для электрификации военных заводов или иных
военных целей. Двигатели небольшой мощности могли бы использоваться в личных подворьях и фермах. Это позволило бы механизировать и электрифицировать все сельское хозяйство и превратить тяжелый сельский труд в разновидность умственного труда, а при желании роботизировать и компьютеризировать его. Вот где настоящая водородная энергетика. А нам хитрые западные политики и ученые предлагают вначале воду подвергать электролизу, затем водород транспортировать по длинным трубопроводам в другие страны, где уже сжигать его в автомобильных моторах, водородных ячейках или печах. Считаю, что все полезное и нужное следует делать здесь и сейчас. То, что предлагают западные политики, нельзя назвать нормой. Это самая настоящая шизофрения или очень грамотная маркетинговая политика по облапошиванию лохов. Сегодня на некоторых производствах получают водород и кислород для важных техпроцессов. Рекомендую использовать технологию Стэнли Майера, разлагать воду на водород и кислород воздействием на пары воды или электрическими и магнитными полями. С помощью такого воздействия можно не только разлагать пары воды на водород и кислород, но также греть воду, получать пар низкого и высокого давления и даже разлагать воду до эфира. Российские ученые из Новосибирска примерно 15-20 лет назад предложили использовать специальную центрифугу для нагрева воды для получения водяного пара, для разложения воды на водород и кислород, на разложение воды на водород и на превращение воды в чистый эфир. Все дело угловой скорости вращения центрифуги. При небольшой частоте вращения центрифуги вода нагревается, а при очень высокой превращается в эфир. Японские изобретатели тоже сделали попытку создать автомобиль, который использовал бы воду вместо бензина. Не вышла машинка на конвейер. Кто-то эту фирму скупил и не позволил из цыпленка вырастить курицу, несущую золотые яйца. Справедливости ради следует заметить, что автомобили и мотоциклы на воде пытались делать другие фирмы и изобретатели. И таких смельчаков были десятки. Но как-то не сложилось. Контролеры за нашей цивилизацией, опытные образцы делать позволяли. Но вот к массовому производству ни один опытный образец так и не дошел. Слишком много было заинтересованных бизнес-структур, которым автомобили на воде мешали. Добытчики нефти и газа, производители двигателей внутреннего сгорания и автомобилей на них, владельцы автозаправок, правительство и так далее. Контролеры над цивилизацией свое дело знают. Решили японцы поставить на мотоцикл ротавертор, на переднее колесо двигатель, а на заднее генератор. Но прознали контролеры. И мощное цунами обрушилось на Японию. Погибли десятки тысяч людей.
взорвалась АЭС. Пришлось японцам отложить выпуск мотоциклов до лучших времен. Двигатели на воде могли бы найти применение в морских судах. На них стоят дизели на мазуте. Эти двигатели сегодня в основном загаживают атмосферу. Замена дизелей на двигатели на воде позволила бы не только очистить атмосферу, но и изменить экономику многих государств, да и перевозить нефть через океаны. После такой переделки никто бы уже не стал. Уверен, что машинам, использующим воду вместо бензина, еще долго не будут давать хода. Будет много говорили о важности водородной энергетики. Даже кому-то разрешат собрать несколько сотен или тысяч автомобилей, которые в качестве топлива будут использовать чистый водород. Но ездить на воде, именно в воде, будет запрещено. Придумают какую-либо бяку, что, мол, такие машины вырабатывают слишком много озона или окиси азота. Какой-либо международный Роспотребнадзор вынесет свой запрет. И мы долго еще будем ездить на мазуте и вырабатывать электроэнергию на угольных электростанциях. Считаю, что честь и достоинство Стэнли Майнера должны быть восстановлены. Одно время я поклялся себе доказать, что Вестлер действительно изобрел вечное колесо. Мне удалось понять физический принцип, лежащий в основе такого колеса, и в итоге предложить два варианта колеса, аналогичных функционально колесу Вестлера, а также найти в интернете несколько аналогов колеса Веслера. Колесо Ивана Полуляха, сингапурский БТГ, двигатель Амара-Сингама и так далее. Я не считаю автомобили на воде последним писком научно-технического прогресса. Вода – это сырье. В нужный момент этой воды может не оказаться. И тогда придется ходить пешком. Мне лично больше нравится автомобиль самого Николы Тесла, а не его аккумуляторная пародия, созданная хитрым Илоном Маском. В электромобиле Никола Тесла одна из фаз стандартного трехфазного двигателя переменного тока вводилась в параметрический резонанс с помощью созданного им генератора. Эта фаза служила электрогенератором. Остальные две фазы работали уже как двигатель. Электродвигатель переменного тока превращался в двигатель и генератор. Два в одном. Такой двигатель нашел бы применение не только в автомобилестроении, но и в других видах транспорта. И не только транспорта. Любой двигатель переменного тока можно по технологии Николы Тесла превратить в двигатель-генератор. Такие двигатели можно смело ставить на летательные аппараты, в том числе и для полетов в космическом пространстве. Можно на таких двигателях создавать мощные электростанции. Не собираюсь утверждать, что другие источники энергии следует немедленно запретить и начать заменять их на чисто электромагнитные и эфирные. Все должно идти естественным путем. Необходимо учитывать стадный инстинкт, свойственный любому человеку. Со временем станет ясно, что придется развивать, а от чего следует отказаться.
из-за низкой рентабельности или даже вреда. Надо поменьше слушать западных болтунов. Надеюсь, что здравый смысл возобладает над жадностью и тупостью. Стэнли Майер был даже не первым в своих попытках создать двигатель на воде, но он был, похоже, первым, который подошел к решению этой задачи с научной точки зрения. Просто так он не стал бы использовать в своем инжекторе электростатическое и магнитное поле, точнее, векторное произведение их напряженностей. Либо он сам был очень грамотным и смелым человеком, либо у него были грамотные помощники и эксперты. К сожалению, толпа невежественных и жадных людей победила гения. Но еще не вечер. Возможно, мировой кризис нам поможет. Чем кризис сильнее, тем быстрее наступает выздоровление. Статья была написана 17 февраля 2025 года. Ну что ж, друзья, ну вот такая вот сегодня интересная тема, да, а, о двигателях внутреннего сгорания, работающих на воде. Ну, в заключение хотел бы рассказать немного а, несколько новшеств, которые произошли у меня на телеграм-канале «Шаг моей земляне». Кроме основной темы «Шаг моей земляне», где я тоже иногда выставляю ну, некоторые ролики какие-то, да, интересные на эту тему. Также выставляю ролики или ссылки на, ну, на то, что я опубликовал, допустим, да. А, Также имеется тема фильмы, достойные к просмотру. Здесь я выставляю художественные фильмы, которые в свое время сам посмотрел. Ну и, естественно, рекомендую в свободное, как говорится, время отдыха посмотреть и вам. Ну, довольно-таки интересные фильмы. Также буквально вчера я создал тему, где я выставляю ролики, а, публикую видео лекции от Рыбникова Юрия Степановича. Рыбников Юрий Степанович, который родился 01.06.1944 года и умер 5.07.2021 года. Он был исследователь, создатель периодической таблицы электроатомов Арусов, единой теории поля, методики построения электроструктур и электроатомов, соединявших физику, химию, электричество, счет русов, то есть математику, в единую систему знаний. В свое время усовершенствовал в СССР порошковую полимерную покрасочную технологию. Преподавал в Московском государственном техническом университете радиоэлектроники
э, электроники и автоматики МГУ, МИРЭА, доцент. Ну вот небольшая информация о Рыбнике Юрии Степановиче. Почему я решил вот здесь вспомнить о нем? Дело в том, что мое знакомство с этим человеком э, где-то вот примерно началось где-то примерно в 2014 году, вот, 15. И я очень много смотрел вот его вот эти вот ну, всевозможные лекции на очень разные темы. Э, И все, что вот, Юрий Степанович в свое время рассказывал, это просто-напросто, с одной стороны, не укладывалось в голове, но тогда как он, вот, допустим, это все объясняет на очень простых, всем понятных словах, оказывается, вот это так, как он и объясняет, а не так, как нам предоставляют, ну, назовем так, научное сообщество, да? Приходите, друзья, знакомьтесь, ну и будем, как говорится, знать чуть больше, чем знаем мы сегодня. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всех благодарю за внимание, благодарю всех тех, кто поделился этим видео в социальных сетях, мессенджерах. Ну и не забывайте, приходите по ссылке в телеграм-канале, вернее, по ссылкам в описании в телеграм-канал «Шаг, мы земляне». Ну и, как говорится, до следующих встреч. Всем добра, земля, наш общий дом.